Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео: кто вами интересуется и почему. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад. И если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Итак, продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе, мы посмотрим ваш портрет. Кто вы, кто пришел на расклад. Сразу выходят мужские позиции, такая сила, остроумие. Вы человек, который может постоять за себя, грубо ответить. Вы не будете мстить, но вы хорошо все помните. Человек, у которого в памяти есть какие-то негативные моменты из прошлого, вы что-то до сих пор по сей день помните. И вы человек, которого долго мучает что-то. Например, что-то случилось, но вы это долго перемусоливаете. Хотите отпустить, простить, но понимаете все плюсы, минусы. Иногда бывает, можете, это вынести наружу, но старайтесь сдерживать себя в руках. Но все же иногда бывают выплески эмоций. Что-то по сей день, или на сегодняшний день такое есть, что хотелось бы высказать кому-то, но вы воспринимаете это как «сейчас я подожду, что-то сделаю». То есть, может быть, есть какие-то ситуации, которые сдерживают, и невыгодно вам сейчас пока выносить это наверх или кому-то что-то выговорить. Пока терпите или выжидаете момента. Человек, который учитель. Вы же и учитель, очень умный, эрудированная женщина пришла на расклад или мужчина, смотря кто смотрит. Но если женщина, здесь однозначно мужские энергии. Здесь есть такая конкретика, четкость. Здесь показывает человека, который не вступает в конкуренцию. Вот он сам по себе такой, какой он есть. Также может быть сейчас отстранение от какого-то мужчины. Вы ему не верите. Ни на слово, вообще никак. Ни по его делам, то есть чтобы он не доказывал, или уже все прошло у вас. То есть уже состояние такое, когда и не хочется, уже и не надо. Вы всего навидались. Также здесь речь идет о человеке, который очень духовно развитый. Человек, возможно, пользуется молитвами, посещает храмы, верит в Бога, зажигает свечи. У человека, я бы сказала, правильные черты лица и правильно поставлены какие-то цели на сегодняшний день. Цели правильные. Человек-учитель у вас еще учится. Многое, что можете дать, и многое, что можете подсказать. Человек, который, в принципе, не доверяет сегодня уже никому. Перепроверяете, вдумчиво смотрите на все. Даже на свою окружающую обстановку, на людей, которые окружают вас. Часто возвращаетесь в прошлое, вспоминаете, возможно, на сегодняшний день свое детство, молодость или какие-то школьные годы. Также вы сейчас, знаете, как встали в такую оборонительную позицию, когда вы не переступите уже то, что было раньше, в прошлом, или не сделаете уже того, что было в прошлом. Тут идет речь о какой-то ошибке. Я сделала какую-то ошибку, подвергла себя чему-то, из-за чего было поражение. Уже никому не доверяю из-за этой ошибки. Возможно, это касается эмоций, отношений или браков. Кто-то здесь уход от брака, развод. Могли быть за спиной разводы или прощания именно с человеком, который обманывает. На сегодняшний день вы, опять-таки, говорю, не верите. Вы человек, который раз закрылся, отвернулся или ушел, он больше туда не возвращается. Здесь такая четкая позиция у человека. Вас вообще считают человеком, в принципе, который даст второй шанс, но вы не даете. Вот так. Очень активны на сегодняшний день можете быть, но это касается лично вас, себя. Вот я для себя активная.
для себя что-то делаю. Тут такой некий здоровый эгоизм включается. Хорошо, если с вами проигрывает, давайте посмотрим дальше. Кто вами интересуется и почему? Думайте сейчас только о себе, никого не загадывайте. Незрелый мужчина вами интересуется. Здесь подглядывает за вами, вспоминает прошлое, что было между вами. Также здесь какие-то моменты были, хочется сказать, детские моменты. Да, это такая влюбленность, как у детей. Да, или же, вы знаете, какая-то наивность была, доверие было. Он тоже не верит. Да, он никому не верит. И он сам поступает иногда так, что подвергает под сомнение сам же себя перед другими людьми. Вот, возможно, вы-то ему и не верите. Хочет возрождения эмоций и чувств, скорее всего, даже вот как ждет шанса от высших сил, что высшие силы помогут, что судьба вас как-то сблизит. Начнется новый этап, может быть, ваших отношений, или же вы дадите какой-то шанс, а вы ничего не дадите. Вы сейчас сидите в своей раковине, работаете, увлекаетесь чем-то. Притом, знаете, человек видит вашу работоспособность, видит, что вы в чем-то преуспеваете, какая-то или должность у вас, или профессия. Считает, что это для вас профессия или это должность. Также человек видит, что вы и умеете сами справляться с финансовыми проблемами, делами и так далее. Считает, что если вам помогать, то нужно здесь вкладываться, принимать какое-то участие, действия какие-то делать, что к вам так просто не подъедешь. Скорее всего, даже вот вы отстранены от человека. Притом он почему-то чувствует, что вы тем самым отстраняетесь для того, чтобы, наоборот, да, он по вам скучал, или вот как триггерите его. Здесь есть проявление каких-то таких эмоций, когда человек вспоминает вас из прошлого, что-то связанное с вами, да, и он считает, что вот это вот в вас состояние наивности, может быть, вернется, и вы чего-то обдумаете, может быть, и вернетесь к нему. Когда вы ушли, было очень больно, грустно. Даже человек, знаете, в какой-то степени решился на что-то серьезное, сделал какой-то серьезный шаг в своей жизни. Вот как-то как перерубил что-то. Притом сразу же, как будто бы он считает, в его жизнь ворвалось вот несчастье, какие-то бумеранги. И вот чем больше они били, как будто бы закаляли его, он это понимал. Здесь человек, в принципе, не совсем глупый, да, нельзя его назвать глупым. Он чувствует именно что-то внутри, что вот это я сделал неправильно, по глупости. Вот это тоже, надо это исправлять, да, вот как-то человек берется за голову. Он понимает, что нес какой-то обман в вашу сторону или обманывал вас. Он хочет крепких, серьезных с вами отношений. У вас, возможно, есть совместные дети. Или же здесь есть именно желание возродить с вами опять все по-новому. Он не то чтобы интересуется, он думает больше здесь о вас. Думает, возвращается в прошлое. Здесь такая ностальгия может тоже быть. Но никого на данный момент нету. Если и есть, то, знаете, тут показывает пусто или нету чувств, нету таких эмоций, которые давали вы. Но с вами, знаете, вот как человек чувствовал вот именно какую-то перчиночку в отношениях, да, но это и побуждало двигаться в вашу сторону. Кто еще вами интересуется и почему? Женщина, у которой руки далеко, находится на расстоянии. Возможно, здесь может быть наблюдение через интернет. Говорит, что вы очень сильные стали. Или вы много чего смогли достичь.
обижена на вас очень сильно. Вы уехали на расстояние, занимаетесь своими делами, скрываете все, не открываетесь. Вы уехали. Опять обиды идут, даже в какой-то степени злость иногда. Какая-то и зависть опять проходит, что вы живете себе хорошо и об этом скрываете. Что у вас, знаете, не вы даже, а вот кто-то вас кормит, одевает, обувает. Вы имеете рядом с собой человека, который в чем-то перспективен или имеет деньги. Была между вами конфликтная ситуация, после которой все закончилось окончательно. Вы ей не верите. Обсуждают вас. Очень много о вас говорит нелестных слов. Даже вот желает вам смерти. Она находится в семье, при муже, работает. Но здесь там, в принципе, да, ее гложет какая-то ваша ошибка. Она считает, что вы заслуживаете какого-то наказания. Притом здесь и проявление чувства зависти. Здесь что-то между вами такое было, оно осталось, вот хочется сказать, неутрясенным, невыясненным. А вот это вот хочется опять наверх вытащить и обсудить. Очень много о вас думает, очень много о вас говорит. Я говорю, и собирает информацию, возможно, даже сплетничает. Знаете, вот она говорит, когда вас не будет, вот когда смерть, вы умрете, она успокоится. Вы знаете, человек, я не вижу магических воздействий, я вижу, человек именно желает вам ничего хорошего, вот так вот. Здесь очень много амбиций у этой женщины. Здесь такая рука, которая постоянно берет, но не отдает. Здесь нету энергообмена правильного у этой женщины. Скорее всего, что-то скоро потеряет. Еще вами интересуется женщина в паре, которая в замужестве находится. Здесь вам повезло, как она говорит, ваша внешность привлекает внимание. И вы своей внешностью добиваетесь всего, получаете изыск какой-то, роскошь, или вас возят на курорты, или какие-то дорогие вещи. Тут есть такое сомнение у вас, что вы зарабатываете нечестным путем, или же продаете свою внешность какому-то мужчине. Здесь опять зависти, много каких-то тоже разговоров о вас. Даже больше, я бы сказала, человек куда-то смотрит, может быть, на вашу внешность, на вашу фотографию. Пытается найти какие-то детали. Считает вас глупой, и то, что все ваши отношения в жизни какие-то именно по вашей глупости или вокруг. Знаете, вокруг вас крутятся мужчины, потому что вы создаете видимость такую внешнюю, проецируете, что вы глупенькая, наивная, и вам все сходит с рук. Ненавидит вас и ваши ресурсы. Ненавидит то, что вы проецируете. Здесь женщина, которая вас показывает именно, что вы проецируете какую-то стабильность, что-то именно. Это красивые, может быть, наряды, дорогие автомобили или что-то. В принципе, есть такое, да, что лакает именно обсудить, даже вот сама с собой, да, именно обозвать, вот какое-то чувство зависти. Она видит, что вы хорошо себе живете, ни в чем не нуждаетесь, но благодаря какому-то мужику, который, знаете, как дурак, она говорит, что вы водите за нос мужика. Он как дурак, не знает о вас что-то. Да, вы светитесь очень ярко, притом вы врете. Ну, тут такие, знаете, не очень лицеприятные обсуждения идут.
что вы вот как или обрабатываете фотографии свои, фильтры накладываете, или вы знаете, вот какую-то мнимость создаете, что все хорошо, что все у вас прилично, что все у вас есть. Это как будто бы, знаете, вот у нее нету шансов с вами сразиться, конкурировать и так далее. Вот такое чувство внутри на подсознании сидит. Женщина пытается вот улучшаться, что-то делать со своей внешностью. Скорее всего, привлекает ее ваша внешность. Вы знаете, если люди на вас злятся, значит, вы на правильном пути. Вот так хочется сказать. А здесь обсуждения идут в кругу. Здесь как будто бы кому-то показывает человек ваши фотографии, делится какой-то информацией о вашей жизни, личной жизни, о вас конкретно, о вашем личном портрете, какая вы есть, вот, и так далее. Скорее, много даже такого негативного идет. Значит, вы на правильном пути. Если не обсуждать, значит, нечего сказать. Вот тут просто. Так, кто еще вами интересуется? Тут по соседству кто-то, соседи. Знаете, возможно, вот хочется сказать слово, как будто бы люди рассматривают вас через бинокль, через что-то такое, да, вот пристально наблюдая, или через камеру. Это соседи. Они близко живут, хочется сказать, почти в притирку. Может, это прям соседская дверь или дверь напротив. Что-то их вот изумляет, поражает, удивляет. Кажется даже, что как будто бы к вам кто-то похаживает, или вы чего-то хитрите, утаиваете. Считают, что вы не одна, и что у вас какие-то конфликты происходят. В вашей жизни не все в порядке, или у вас дома, в вашем доме, в вашей квартире, жилье, не все так гладко, не все в порядке. Здесь какая-то есть опять зависть. Слушайте, зависть у нас прям, это номер один. Вот смотрите, сколько зависти, почти в каждом раскладе зависть. Знаете, вот тут нету личной жизни скорее у людей. Тут может даже быть человек или одинок вообще в целом в душе. Вот как будто бы все рушится, прокляли человека, или человек очень сильно болеет. Здесь, кстати, может быть и психологическое заболевание какое-то, шизофрения, вот что-то такое. Быстро меняется настроение, бедность. Это из-за бедности. И не только бедности в кармане, но и бедности в душе. Вот так вот. Здесь зависть идет. Вы знаете, тут такое чувство еще идет, что человек молится, человек считает, что он во всем прав, что все, что он делает, прав, что он чистый, хотя здесь какая-то есть грязь. Также видят, что вы постоянно или отсутствуете, или очень много работаете. Что еще об этом конкретно? Но вы здесь выделяетесь, поэтому на вас смотрят эти соседи. Да, считают, что у вас есть деньги, и считают, что вы связаны как-то с госструктурами, с полициями и так далее, что у вас есть какие-то связи. Притом могут вас видеть, может быть, вы полицейская сама, или работаете при администрации где-то, побаиваются вас. Вы знаете, на глазах, когда вы появляетесь, вы всегда или в ярких нарядах, или в чем-то одеты. И вот аж блеск такой в глазах у человека зависти проскакивает. Да, или тоже так хочу. Здесь такая мужловатая, может быть, женщина. Каждый раз, когда она увидит, очень много о вас думает. Вот вы даете мысленно подумать. Она почему-то думает, что у вас кто-то есть, любовник.
или пытается найти этого любовника, что вы не просто так наряжаетесь, кому-то хотите понравиться. Притом у вас есть, например, муж, да, или же вы ходите на свидание, хотите понравиться куда-то. Здесь любопытство, здесь больше любопытства и боятся вас, страх. Страх даже заговорить с вами или поздороваться. Пусть боятся. Так, кто вами еще интересуется? Почему? Хочется сказать, что тут ревность женщины. И не то, что даже ревность такая, знаете, вот, хотя к ней это не прикасалась ситуация, но, вы знаете, она ревнует своего мужчину, скорее всего. Но тут не то чтобы к вам конкретно, да, и видит вас, и представляет вас своей соперницей. И что вы-то точно на это способны увести мужчину, способны соблазнить. Она от вас закрывается или мало разговорчива с вами. Скорее всего, вообще не общаетесь. Вы очень красивая дама. И вот такую даму, да, надо где-то прятать или своего мужчину скрывать от этой дамы, потому что мужчина откроет рот на вас. Тут ревность. Но интерес, тот потаенный такой интерес вами. Она считает, что у вас очень много ухажеров, что все в вас влюбляются. Она хочет тоже так же блистать где-то. У нее было желание когда-то в прошлом о чем-то, но многое чего-то она потеряла. Или упустила какие-то шансы на изменение себя или внешности какой-то своей. Здесь идет дело о внешности. Притом, знаете, человек представляет вас в какой-то бедности или говорит, что вы будете бедна почему-то. Здесь в кругу, здесь общение идет, здесь не то, что даже интерес, здесь идет общение у вас. Что вы останетесь бедной. Бедной. Что с вами рядом не тот мужчина, который вас накормит, или вам придется самой чего-то тянуть семью, зарабатывать. Вы ищете спонсора себе. Вот так она говорит. Что вы ищете побогаче. Или выбираете мужчин побогаче. Очень конфликтная или острая. Также чувствует, что от вас можно получить какой-то костылей, конфликт. Здесь обсуждения ведутся прямо на рабочем месте. Иногда бывает даже хочется сказать почти в открытую, да, или на весь зал, или многим людям. Вы не разговариваете, вы вообще не общаетесь с этой женщиной. Я бы сказала, даже вы ей не верите, вы понимаете скорее, о ком идет речь. Если вы ей не доверяете и правильно делаете. Здесь очень много обид в вашу сторону каких-то у нее, претензий, я бы так сказала. Хочется вас подколоть, вот как-то укусить, но знает, что получит сдачу. Здесь такая лицемерная женщина. На лицо неприятная или такая некрасивая, страшненькая. Страшненькое лицо. Вы такая манерная, изящная. Я бы сказала, в вас, если бы была мужчиной, она бы влюбилась. Вот знаете, вы притягиваете к себе противоположный пол. Она об этом даже говорит, что вы к себе маните мужиков. Вот так вот. То есть вы с чего-то не сдаетесь. Вы постоянно это делаете или постоянно находитесь в каком-то образе, чтобы к себе кого-то притянуть. Вы не сдаетесь. Так, кто еще интересуется? Здесь по крови кто-то интересуется, болеет сейчас.
знаете, думает, гадает. Да, нет, приедет, не приедет, поговорим, не поговорим. Здесь человек хочет общения или не хватает вашего общения. Здесь кто-то по крови. Конфликт какой-то, возможно, был. Есть на вас какая-то даже доля обиды, или вот хочется с вами даже что-то выяснить, прояснить, касаемо это денег, финансов или вашего бюджета, в принципе. Здесь какая-то хитрость кроется. Знаете, вот человек как будто бы что-то выдумывать пытается, придумывать какой-то план действий, но боится действовать, но хочет хитро вас о чем-то спросить. Возможно, даже человек вам позвонит, скоро напишет. Это кто-то по крови родственный, но, знаете, в этом вопросе будет таиться хитрость. Или как вы отреагируете, как вы будете отвечать, как вы будете разговаривать. Такая реакция. Ждут от вас именно реакции. Слушайте, здесь очень много кому вы интересны. Опять из родственников кто-то на вас обижается. Опять тоже, да, по крови. Даже злится на вас, что вы сделали что-то не так в его адрес или сказали. Возможно, вы такая амбициозная, заострены сейчас на какую-то свою цель, знаете, эгоизм включаете, не видите, не слышите, притом до вас хотят достучаться, что-то выяснить еще к тому. Вы знаете, ведете себя как дурочка или как маленькая, вот так вот говорят. Влюбились, наверное. Да, у вас очень много амбиций, считают, что до вас что-то не дойдет. Не дойдет до вас, вам сколько ни говори. Вы обидели кого-то очень сильно. Да, здесь касается даже в самом детстве. Это помнится еще в самом детстве, когда вы вообще были маленькие. И до сих пор помнят. Как вы поругались, дрались или да, в чем-то кого-то обидели. Это мужская сторона по крови. Знаете, вы человека в чем-то, вот хочется сказать, даже унизили, что ты никем не станешь, или да это все ерунда, что ты говоришь, да, человек этого добился, и сейчас хочет вам доказать, показать, на, увидеть, на, посмотри, вот видишь, здесь какой-то, даже вот, знаете, всю жизнь человек из-за этих слов, вот как будто бы пытался изменить себя, именно разбогатеть, чего-то добиться, чего-то купить. И вот он это приобрел, или у него это есть, и вот он хочет сказать, ткнуть в лицо прям, и вот на, видишь, какой я молодец, теперь ты по-другому заговоришь. Это близкие родственники могут быть. Человек стремится к чему-то из-за какого-то слова или какой-то фразы, которая вот засела в голове. Есть такое психологическое, хочется сказать, воздействие, да, на него. Но в то же время это вот как именно волшебный пинок. Кто еще вами интересуется? Мужчина, скромник. Скромник внешне. В душе, вообще по натуре своей, это человек очень такой горячий, страстный. Здесь очень много пылает у него чего такого сексуального характера. В то же время человек верит в Бога. Знаете, вот эмоции дарит по чуть-чуть. Больше скорее любит себя. Здесь есть доля эгоизма некого такого, нарциссизма. Смотрит на себя в зеркало, украшается. Хотел бы серьезных каких-то отношений, замужества, совместной жизни. Сейчас человек одинок, смотрит на вас и умиляется, какая вы милая, красивая, притом успешная очень.
Вы такая, которая чего хочет, того добьется, он в вас это видит, и он именно таких для себя женщин выбирает, успешных. Успешных победительниц, возможно, даже знаменитых в каких-то своих кругах. В целом вообще считать, что все зависит от женского успеха. Если женщина успешная, то и я буду успешным. Тут проявление такого, что вы можете в этом ему помочь или посодействовать. Также у человека здесь складывается такое ощущение, что вы тоже находитесь в паре. Не тоже, а вернее вы находитесь в паре. В отношениях, замужняя. Он знает вас уже очень давно, хочется сказать, даже с самого молоду или со школьной парты. Считает, что вы всего добились. Очень мало у вас информации, человек где-то копает вас в интернете или ищет. Человек сам по себе пребывает в какой-то некой работе, накопительство, жадность, все себе, скряга. Такие легкие какие-то на стороне связи, но он уже хочет определиться с чем-то. С детства вы ему нравились или со школьной парты. Он помнит вас. Вы живая. С вами так было хорошо. Или же именно вы по себе человек такой, который проецирует, что у меня все хорошо. С вами из-за этого очень приятно. Открытая. В какой-то степени даже, знаете, он считает, что вы такая были наивная, но очень красивая. Он хотел бы на вас сегодня посмотреть, какая вы стали. Где-то вас разыскивает. Кто еще вами интересуется? Почему? Ну, тут карта прям выпала. И через интернет вами интересуется. Вы проецируете некую такую, знаете, страсть, это да, но в то же время и загадку, такую загадочную женщину от себя. Или вот, знаете, очень сложно вас просчитать, какая вы, что вы любите, потому что здесь, возможно, или много разных интересов, или вот вообще почти нету фотографий, да, очень мало. Вы красивая, но мало фотографий. Человек влюблен, влюбился в картинку. Он показывает эту картинку своему другу. Недалекий человек, его друг. Да он, в принципе, сам по себе пажик. Скорее всего, молодой или моложе вас намного. Знаете, человек занимается или какой-то благотворительностью, или кому-то помогает. Может быть, родителям на кухне. Тоже наблюдает за вами уже давно, издалека. Здесь может у кого-то пройтись иностранец, но тут навряд ли. Здесь, скорее всего, знает вас. Тут могут быть общие знакомые какие-то. Странно, да? Знает вас, но не знает вас. Как так? Вы очень красивая, яркая и заметная очень. Вы знаете, ваш внешний вид или вот что-то именно волосы здесь может быть, какие-то части вас очень сильно ему вот в женщинах нравятся. Например, вот его мама любила красную помаду, и вы красите красную помаду. И вот это вот, знаете, как огонь горит, как бык на красную тряпку. Вот это вот манит его что-то, какая-то деталь. Определенно это может быть даже часто упоминается в ваших фотографиях деталь, или часто проецируется, видно, или он смотрит именно те фотографии, где именно это какая-то определенная деталь. Может быть, распущенный волос, да, или наоборот, хвостик. Ну вот как-то определенное что-то. Но он говорит, что когда я буду богатый или у меня будут деньги какие-то, он стремится к деньгам, стремится к заработкам, стремится, кстати, легко зарабатывать деньги.
Не тяжело, а легко. Возможно, даже заработок через, может быть, какие-то интернеты и так далее. И здесь человек, знаете, вот как будто смотрит на вас и воодушевляется. У него есть мотивация, у него есть мечта, это вы, или такая женщина, как вы. Также здесь может идти разговор о том, что человек может где-то показывать, например, хвастаться вами и говорить, что вы его женщина. То есть привирать. Ваше фото, да, скорее всего, чтобы подразнить кого-то, друга. Но здесь обман может, да, именно какой-то идти. А здесь ему не верят. Это рабочая сфера. На работе где-то кому-то показывает. Также здесь может быть, да, родственник, это брат может быть. Он не верит. Он не верит. Хорошо, давайте еще посмотрим, кто вами интересуется. Вот когда я смотрю свои расклады, я сейчас чего-то не понимаю, но когда начинаю смотреть, потом я начинаю понимать, кто есть кто, да, в раскладе, как для себя смотрю расклад. Ну, тут такое, пока не поймешь, пока вот не дотронешься, как говорится. Вот так же, я думаю, у каждого оно по-своему проиграется. Я думаю, каждый понимает, кто это. Но вот я конкретно, пока до меня это далеко, потому что я веду общий расклад и веду для вас, не для себя, да, а для себя я открываю, бывает, от фонаря какой-то раз, ткнула и смотрю. И вот потом я начинаю все понимать. А вот сейчас для меня пока не ясно. Опять-таки, здесь идет зависть вашей внешности. Здесь идет даже такие вот разговоры, хочется сказать, знаете, непристойные или вот какие-то низкоразвитых людей. Люди по своей натуре такие, хочется сказать, крестьяне, а вы дворянка, вот так вот, да, и здесь вот, скорее всего, даже вот докапываются до каких-то ваших мелочных деталей, там, родинка, например, или носик кривой, там, и так далее, вот пытаются найти в вас какие-то изъяны, вывести это наружу, да, или все-таки с этим вот подтвердить это, что да, оказывается, вы делали, например, пластические операции и так далее, ну, а что, если нет, если идет вам, да, почему нет? Почему нет? В мире есть все, да, и платье, и одежда, и все. Почему носить это, если можно другое? Почему, да, кривой нос, ну, если его можно изменить, например, и хочется. Кто-то изменил, да, кто-то грудь и так далее. То есть почему этим не пользоваться во благо себя? Вот у людей обязательно найдется на этот счет, вот в ваш адрес конкретно какая-то критика именно касаемо. Тут больше не нарядов, а вашей внешности. Здесь могут люди отзываться о том, что, или думать о том, что вы что-то себе делаете, тем самым украшаетесь, 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 то есть улучшаетесь или улучшаете в себе что-то. Считают, что у вас все хорошо, и вы ни в чем и ни в ком. Самое главное, ни в ком не нуждаетесь, да, возможно, даже одна, но такая самостоятельная, независимая, богатая, имеете деньги какие-то, умеете держать деньги в руках, большие деньги, распоряжаться ими. Также здесь говорят, в принципе, что вы человек недалекий, просветленный, скорее всего, даже вот вас как будто бы кто-то охраняет, или у вас есть телохранитель, или мужчина, да, в виде такого сильного, который вас охраняет. Вы одна точно не останетесь, притом, знаете, можете быть вот как они. Здесь публика людей или несколько людей считают, что вы женщина, которая может быть в паре, но в то же время или веселиться где-то на стороне, или иметь любовника. Притом такая женщина, которая умеет хитрить или умеет вести еще дополнительно вторую жизнь, да, помимо основной. Вот как-то так. Да, что вы очень страстная, или же притягиваете к себе страстных мужчин, горячих, красивых, сексапильных, с красивой подтянутой фигурой. Вы на каких-то
простых не смотрите. Вам обязательно нужен, хочется сказать, гладиатор, вот какой-то такой. У вас определенно какой-то свой типаж мужчин, как они считают. Вы выбираете или волосатых, или бородатых, да, вот так вот могут говорить. Не обязательно волосатых, это я, в принципе, какое-то что-то определенное есть, или культуристов там, или, да, определенный типаж у вас есть, и вы вот один у вас был такой же, и второй такой же, вот как-то так. Вы таких любите или вам такие нравятся? Любвеобильная очень. Но вы, знаете, влюбились, разлюбили, бросили, ушли. Влюбились, разлюбили, бросили, ушли. Вот так в вашей жизни повторяется. То есть вы, знаете, вот как-то легко влюбляетесь и легко отпускаете. Прям по ветру, хочется сказать. Кто это интересуется? Это коллектив. Здесь, знаете, еще такое... Здесь один человек, но он может говорить в коллективе, этому коллективу интересно слушать об этом. Притом здесь показывает, что информации о вас недостаточно или мало. Или вот, знаете, вот как перевернутые разговоры, чего не является в честности, на самом деле, вернее. Опять зависть, что вы умеете, что от вас мужики настолько в восторге, что от вас погибают, что вы приходите, это может быть и рабочий коллектив, на работу для того, чтобы красоваться, вот как-то хорошо выглядеть, чтобы кому-то понравиться. Может быть, даже вы работаете где-то с людьми, и вот вы наряжаетесь ради того, чтобы кого-то к себе еще привлечь. Но здесь говорят, что вы женщина-ловушка, обманщица. Такая сама по себе. Да, здесь считают, что вы очень сильно поменялись за короткий период времени. Здесь во внешности что-то замечают, у вас сильно поменялось. Поэтому сомнения, что вы сделали какую-то операцию. Могут даже, вот, знаете, смотреть и думать, что у вас операция. Или что-то внешне поменялось. Или поправились, или похудели. Но это вы делаете не просто так, как они считают, но ради кого-то. Кто еще вами интересуется и почему? О, ну тут прям так... Это маленький мальчик. Это ребенок, это маленький мальчик, очень маленький. Вообще даже не то, что юноша, это прям вообще маленький мальчик. Вы ему нравитесь очень. Но здесь, знаете, вот нравится то, как вы себя ведете, позиционируете. Вот какие-то качества в вас проявляются, но вот этот мальчик, он хочет таким же стать или тоже это иметь. Именно качество. Видит, что вы не унываете, но притом проецируете такую радость какую-то, от вас идет излучение. Также видел вас и в состоянии грусти. Здесь вот как будто бы грусть вам не к лицу, да, вот он или сердится, или у него настроение падает, когда вы грустите. Это мальчик. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что за мальчик. Здесь вот человек любит, когда вы улыбаетесь, когда вы на позитиве. Вы в чем-то угощали этого мальчика или что-то ему дали. Возможно, даже, вы знаете, какой-то, я бы сказала, тоже урок или взор, пример показали. Сказали, может, даже что-то такое правильное.
Вообще он такой, всем любопытствуется, этот мальчик, любопытный. Ему больше интересно вот это вот мир человеческий, взаимоотношения. Возможно, это мальчик такой, который подслушивает отношения своих родителей или подслушивает разговоры родителей о ком-то или в принципе в семье. Да, вот такой он будущий психолог, хочется сказать. Он разбирает в голове информацию, переваривает. Он хочет быть как вы почему-то. Вот тут такое идет. Что-то у вас такое есть, вы для него взор. И вот, знаете, какой-то пример подаете. Вот он тоже у вас этому учится. Даже не хочет, а он берет и учится. Здесь может даже, вы знаете, как пародирует, как вы разговариваете или ведете себя. Угу. В жизни его, именно что касается родителей, там какое-то разочарование просто. Поэтому он ищет на стороне примеры, показатели. Родители дают плохой пример. Он это понимает. Он, кстати, умеет анализировать, что такое хорошо, что такое плохо, отличать одно от другого. И, скорее всего, вот даже, знаете, пытается у других людей набираться чего-то такого умного, высокого. Человек, этот мальчик далеко пойдет, хочется так еще сказать. Будет у него всю жизнь хорошо. Но тут также, я бы сказала, он в себе переваривает информацию о вас. Тут больше, вот знаете, такое идет, что у вас есть какая-то стойкость такая, которой он учится у вас. Мальчик. Слушает вас, возможно. Кто вами еще интересуется? За вами ведет наблюдение мужчина. Подозревает вас в каком-то... Шпионаж здесь идет. Подозревает вас, что вы... Но тут такое, знаете, скользкое, что вы скользкая, что вы можете ускользнуть, заработаете и ускользнете, или получите какие-то деньги. Что для вас в первую очередь сейчас является важным, это работа, деятельность, заработки, деньги, финансы, богатые мужчины, или вы смотрите куда-то в другую сторону, но вы надеетесь на какие-то деньги. И вот, знаете, у него такое сомнение есть, что если с ней заговорит или познакомится какой-то богатый, она уйдет легко. Ревнует очень сильно вас, злится. Здесь психическое опять расстройство. Здесь, я бы сказала, такое несдержание каких-то слов, эмоций. Человек не выдержал, сделал, а потом понял, что сделал ошибку или зря сказал. Сомнительный сам по себе, манипулятор. Он вами манипулирует. Кстати, выводит на эмоции, вампирит вас. У вас после него могут быть сложности, проблемы, вернее, со здоровьем. Тоже психологического характера. Вы можете принимать все близко к сердцу. Это, возможно, даже ваш муж. Возможно, даже ваш муж. Или человек, бывший муж, может тоже опять быть. Вы знаете, все хорошеете и хорошеете. Даже не то, что украшаетесь. Вы не стареете или не портитесь, не превращаетесь в бабушку. Вы, знаете, цветете и пахнете, сияете для всех. Возможно, кому-то чего-то проецируете, показываете свою внешность, или вы сделали что-то, что является красивым. Одеваете что-то, может быть, красивое. Потому что вы хотите ускользнуть. Но вы не договариваете, вы обороняетесь. И к вам подойди, чуть что спроси, вы сразу в штыки. Или же на самом деле молчите, не договариваете, ускользаете. Считает, что вы хитрая очень. Но при том, знаете, вот он видит вас и говорит, что
у вас замкнет что-то в голове, вот как он, именно это слово, у нее что, замкнуло, или вы когда психуете, ругаетесь, у нее что, замкнуло, и вот он понимает одно, что если у вас что-то замкнет в голове или возникнет какая-то идея, вы пойдете к ней, и вы не будете никого слушать, даже его, или будете его вот откидывать в сторону, отойди от меня, я все равно это буду делать, вот знаете, и бесполезно вас в чем-то останавливать или уговаривать. Это просто ни к чему, потому что вы все равно будете знать делать свое. Очень справедливая, притом очень хитрая. Вы знаете, он даже боится в какой-то степени, что вы можете выкрутить ситуацию так, по справедливости, да, что ты даже этого не понял, но поймешь только потом и будешь локти кусать. Вот это страшно. Даже ваше молчание заставляет его бояться. И вот, скорее всего, хотите, если его испугать, больше молчите. Не делитесь информацией, особенно которая касается ваших финансов. Почему-то здесь, знаете, может быть даже расчет ваших финансов, именно подсчитывание, или человек следит за вашими финансами. Также следит и кто за вами смотрит, кто за вами наблюдает. Да, такая дама считает вас, что вы женщина такая знатная или известная, возможно, даже красивая в своих кругах каких-то, да, знаменитая где-то, что за вами смотрят вам в рот мужчины. Он понимает, что вас потерять – это вот как потерять золото. Иногда, вот знаете, ему хочется втяжки изменить вам из-за этого назло. Он не получает от вас эмоций. Здесь какие-то женщины предлагают себя, свои эмоции, чувства. Кто-то предлагает даже постель, да, или вот намекает на что-то, может быть, как-то одевается, хочет сказать, вульгарно, для того, чтобы его совратить. Он на это не ведется в том плане, что он понимает, что он что-то потеряет. Но здесь есть варианты. Может быть, даже такое легкое общение, как бы даю надежду, но, вы знаете, ну, я пока не готов, но вот даю надежду. Вот как-то так, запасные аэродромы. Возможно, человек или иностранец, или, вы знаете, хотел бы жить где-то за рубежом, или уехать куда-то, может быть, вслух об этом проговаривал. Я вам скажу, что здесь какая-то ситуация такая в жизни состоится, что кто-то его опередит. На его место здесь идет опережение другого человека. Хочется сказать, что другой мужчина займет его место или уже занял. Ну, знаете, вот до человека что-то все-таки доходит, такое мудрое, глубокое, я бы сказала. Человек довольно-таки часто, может быть, проводит время в интернете. Да, вот приходит какая-то такая глубокая информация, человек впечатлен этим или о чем-то понимает, о чем-то даже вот в душе грустно. Но здесь человек не понимает, что здесь есть какая-то проблема. Например, что ты нарцисс. Да, вот сначала вот выровняй себя или избавься от каких-то своих вредных привычек, да, манипулировать, например, или пользоваться кем-то, да. А вот если ты любишь, посвящай себя женщине, например, искренне. Но здесь вот какая-то вот лжинка, да, я не могу от этой лжи избавиться, да, вот я привык врать, или я привык даже красиво говорить, чтобы вот получить что-то желаемое, я не могу от этого избавиться. А в душе человек переживает где-то поверхностно, ну не поверхностно, да, он не понимает, что у него вот в этом ошибка какая-то. И вот он смотрит, да, и думает, почему у меня в жизни не получается, что-то не складывается, не клеится. А вот там проблема внутри, а не то, что эти цитаты даже какие-то читать, сидеть и всплакивать, понимаете, об этом что. Тут такая информация, да, он понимает эти цитаты или что-то, да, там пишется, но о чем он читает. Но не доходит до человека, что он сам в чем-то здесь виновен, что за ним здесь следует какая-то ошибка, что он поступает неверно, возможно, даже с эгоизмом или в выгоду только для себя. Вот любишь, действуй в выгоду для пары, да, но не в выгоду для себя. Тогда, получается, да, ты вызываешь в своем партнере конкурента.
Здесь уже нету напарничества, да, партнерство – это напарничество, так это можно назвать. Но когда человек, я сам, я для себя, я в одиночку, так он остается в итоге-то один. Вот здесь и получается, что человек остается наедине с собой, со своими какими-то мыслями, убеждениями даже в чем-то, что был в чем-то прав. Боится за свою жизнь, опять, боится за себя, боится, вот, поэтому человек один, да, он считает, что ему в чем-то подфартит в жизни. Здесь вы для него вот в какой-то степени даже движок были, в чем-то двигали его или продвигали. Радуется вам, рад был увидеть вас. Я бы рад бы был ее увидеть или встретить, или заехать к ней. Вот как-то так. Но кишка тонка, луна, страх, трусость. Давайте посмотрим, кто же еще интересуется. Женщина. Женщина. Тут такая информация, да. Ведущая женщина. Но женщина или через что-то, может быть медиум, может быть считывание информации через карты, скорее через карты это может быть, или человек может быть и психологом. Но здесь интересен ваш внутренний мир, ваши какие-то... Чем вы увлекаетесь? Потому что вы внешне или что-то вы проецируете, где-то, может быть, пишете. Настолько это интересно или настолько интересно вы себя проецируете, поэтому она интересуется. Вообще тут идет считывание информации. Да? Человек, скорее всего, пытается вас где-то считать. Проверить, может быть. Тут такое, знаете, даже вот нравитесь вы, как женщина. В плане, какая вы. Хочется, да, вот каких-то примеров из жизни ей видеть, кем-то найти в ком-то идеала, пример. Скорее всего, вот вы являетесь идеалом или примером. Даже, я бы сказала, очень хорошо к вам относится. Может, даже вот что-то вам дарила или приносила, угощала. Тут справедливая, она очень справедливая. Она считает, что вы очень умеете, вот знаете, изгибаться в этой жизни под разные ситуации. То есть как хамелеон, прогибаться, переживать даже что-то, но вот как-то выворачиваетесь из этого, из сложного, что вы проживаете. Умело так, четко, как змейка такая, знаете, скользко так, быстренько. Вот это нравится в вас. Даже вы говорите вот как-то или завуалировано так, или вот именно как-то красиво, выворачиваясь вот как-то, или умеете выворачивать слова. Такая легкая вы. У вас чувствуется легкость, у вас нету какого-то напряжения, или вам вообще на все вот реально плевать. Бывают люди говорят, да мне на нее наплевать, или на него, или на все это. А на самом деле проецируется, что люди об этом очень сильно переживают. Вы на самом деле, может быть, даже об этом и не говорите, а просто делаете. И видно, что вы делаете все с легкостью. Видно, что вы не концентрируете себя на чем-то таком тяжелом, сложном или больном. Вы вот как-то отпустили, да пошли дальше. Да? Вот у вас что-то не получилось, вы с легкостью выкинули, или какая-то ситуация, которую нужно решить, задача перед вами сложная стоит, вы не паритесь, вы как-то стараетесь легко так, без нервов, без психозов решить. Вот это вас очень нравится. Подбадриваете ее в чем-то, возможно, силу придаете этой женщине. Когда она находится с вами, у нее сразу вот как будто бы все вверх идет. Жить хочется, радоваться. Вообще видит вас позитив еще. Да, здесь такая и легкость, и позитив идет.
такие приятные, теплые эмоции. Очень хорошо, я бы сказала, к вам относится. Даже благодарна вам, что вы вот есть в ее жизни. В чем-то вы вот как направляете, подсказываете, даете, может быть, даже какие-то советы. Я же говорю, вы можете быть и сама учитель, или для кого-то учитель в этой жизни. Пример. Вы вот знаете, она склонна концентрироваться на негативе. Что-то произойдет, и у нее все, у нее стресс, у нее переживания. Вы знаете, все болезни это из-за нашего мозга, а мозг это негативные программы. В том плане, что когда вы о чем-то негативном думаете, это все сливается. Циститы, болезни разные, болячки, волосы, перхоть и так далее, выпадание волос. Это все наши мысли. Вот помните об этом. Вот здесь человек как будто бы, можно так сказать, что иссушил из себя, да, или вот состояние здоровья такое подшатанное. Человек, может быть, часто лежит или спит очень часто. Здесь вот как накапливает энергию. Потому что здесь о чем-то негативном или думает, или вот да, был какой-то стресс, и до сих пор это не отходит. Поэтому человек смотрит на вас и вот как-то подзаряжается. Или, знаете, сразу появляется такое стремление жить. Вы для кого-то на самом деле солнышко, которое подсвечивает, подсказывает. Пережила она обман, предательство. Возможно, вот знаете, даже кто-то еще и обманул, а еще и ударил. Ударил, может быть, даже в самое сердце, да? То есть словом ударил. И вот это так несправедливо, что об этом постоянно думается и думается и думается. Вот так. Она, знаете, у нее сейчас время на подумать. Или ей стоит оставить, да? А вы, скорее всего, в ее жизни, вот она сидит и вот о чем-то кумекает в голове, обмозговывает то, что вы когда-то ранее говорили. И вот она решается, делать ей это или нет. Чем-то вы ее, хочется сказать, нашпиговали, ее голову. Сейчас, как бы, я бы так сказала, важное решение принимается в ее жизни, а вы вот именно посодействовали, подумать. Даже я бы сказала, вы знаете, как вы ее ведете к переменам. Чтобы она вышла, открылись на что-то глаза из какого-то обмана. Может, живет в отношениях, где очень много обмана и страхи. Страхи за будущее. Вы ей давали совет, нужный совет вовремя. Вот ей надо действовать. Может быть, еще раз ей скажите. Если понимаете, о ком идет речь, еще раз повторите. Тогда дойдет. Тогда уже двинется. Тут, притом, знаете, вот если так решать ее проблему, хотя мы смотрим ваш расклад, кто вами интересуется, здесь, если она выйдет из отношений, вот так и можете ей передать от Ведескары, выйдет из отношений, здесь у нее идет надежный человек. Это вот сейчас она ходит под каким-то мраком, и кто-то ей когда-то, может быть, сказал, куда ты без меня, или посмотри на себя, какая ты. И кто тебя такую полюбит. Вот знаете, как внушил что-то в голову. А вы вот как подсвечиваете этой даме. Она у вас учится. Вот сразу говорю, она интересуется вами, потому что, может быть, даже и общается с вами, потому что она у вас учится, она повторяет что-то даже за вами, действует так же. Возможно, даже это касается отношений. Чему-то вы ее вот так вот научили. К вам положительные эмоции у этой женщины, очень положительные. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведескара.